Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите программу Prime. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Присоединяйтесь к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры будут периодически выводить номер телефона. Можете звонить нам по Вайберу абсолютно бесплатно. +380 73 419 41 58. Можете присоединяться к нашему эфиру через программу Skype по видео. atr.tv — это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а в течение программы Prime мы сегодня, конечно же, обсуждаем победу Азербайджана и поражение Армении в Нагорно-Карабахском конфликте. В ночь на 10 ноября стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве российского президента Владимира Путина дистанционно подписали соглашение о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Предлагаю послушать сейчас квинтэссенцию данного соглашения. Повне припинення вогню та всіх воєнних дій з 00 годин 10 листопада 2020 року за московським часом. Війська Азербайджану та Вірменії зупиняються на зайнятих позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та вздовж коридору, який з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, Росія розгортає свій контингент, названий миротворчим. Свій контингент у регіоні розгорне також Туреччина. Контроль за транспортним сполученням у спірному регіоні здійснюватимуть, зокрема, і органи прикордонної служби Російської Федерації. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе победного обращения к нации рассмеялся в голос. Вот я сейчас предлагаю послушать фрагмент из этого обращения, и я так думаю, что даже те, кто не понимает азербайджанский язык, payımut o чем идет речь. Bir kelime de yoktu. Paşinyan, ne oldu be? Bu ne oldu Paşinyan diyesen birçok iller ərzində dillerde kalacak. Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Cebrail'a. Reks elirdi. Ne oldu be status? Cehenneme gitti status. Göre gitti status. Görba gör oldu status. Yoktu status. Ve olmayacak. Ne kadar ki ben prezidentim olmayacak. Вот такое вот эмоциональное обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к нации было вчера опубликовано. Вот премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны в Карабахе. Об этом он сообщил во время онлайн-конференции на своей странице Facebook. По словам главы правительства, он решил подписать соглашение о перемирии в зоне конфликта после того, как на этом настояла армия. Давайте послушаем фрагмента из сообщения, которое он опубликовал на своей странице Facebook. Дорогі співвітчизники, сестри і брати, я ухвалив важке, надзвичайно важке рішення для себе і для всіх нас. Я підписав заяву з президентами Росії і Азербайджану про припинення Карабахської війни. Текст вже опублікованої заяви невимовно болючий для мене особисто і для нашого народу. Я ухвалив це рішення у результаті глибокого аналізу військової ситуації і оцінки людей, які найкраще її знають, та виходячи з переконання, що це найкраще можливе рішення в ситуації, що склалося. К нам сейчас подключается Андрей Пиантковский, политический обозреватель, диссидент. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, вот можем ли мы, по вашим оценкам, сегодня нашим зрителям говорить, что война в Нагорном Карабахе закончилась победой для Азербайджана и поражением для Армении? Ну, это не у нас с вами нужно спрашивать, а у народов Азербайджана и Армении. Мы видели их реакции, торжествующий Баку и погруженный в глубокую печаль Ереван. Так что ответ на ваш вопрос очевиден, мне кажется. Вот мы увидели то, как быстро появилось вот это соглашение, этот акт капитуляции, который подписал Никол Пашинян. Вот как вы думаете, что стало триггером тому, что вот мы увидели этой ночью? Вот, возможно, стороны имели уже какие-то наработки, и
ждали момента, пока азербайджанская армия возьмет Шушу? Ну, безусловно, конечно, это не могло произойти. Ну, хотя текст документа, там он 10 страниц, ну, важнее содержание, но все равно явно это работа не нескольких часов после взятия Шуши. И все ожидали дальнейшего наступления Азербайджана. Возникает ощущение, что была какая-то между рядом внешних игроков договоренность именно о таком развитии событий. И очень много вопросов остается за кадром. Ну, чрезвычайно важный вопрос о том коридоре, который получает Азербайджан на Нахичевань. Мгм. Что имеется в виду? Если это имеется в виду то, что было в знаменитом плане американского политолога Гобла, то это очень серьезный выигрыш для Азербайджана, еще большее поражение для Армении, потому что Армения лишается границы с Ираном. Дальше. Алиев очень уверенно говорит, в том числе и в показанном нам видеоблоке его прямого общения с Путиным, прямо глядя ему в глаза, о турецких миротворцах. А вся российская пропаганда с сегодняшнего утра это категорически отрицает. Ну, ближайшие дни покажут. Но в любом случае достижения Азербайджана, конечно, очень большие. Это возвращение этой зоны, всех регионов в зону безопасности, плюс Шуша. Это очень напоминает те условия соглашения, которым трижды Азербайджан и Армения были близки в 97-м, 98-м и 2011 году. И вы помните, при каких драматических обстоятельствах они были сорваны. Сначала это переворот против президента Тер-Петросяна, потом расстрел в парламенте, а в последний момент Алиеву русский МИД подсунул совершенно другой несогласованный текст. Вот то, что подписали сейчас, напоминает все это соглашение, но хуже, значительно хуже для Армении, ну, прежде всего, Шуша, и что заставляет вспомнить о достижении президента Тер-Петросяна, данные им еще в конце 90-х годов, когда он покинул под давлением свой офис, он говорил, что нам предлагали условия, за которые нам придется потом бороться на поле боя, и неизвестно, добьемся ли мы их. Мгм. Вот вы сказали, что у вас есть ощущение некого присутствия договоренности. Я так понимаю, вы имеете в виду Турецкую республику и Российскую Федерацию? Вы знаете, я скорее имею в виду, ну, может, лучше использовать не термин договоренность, а взаимопонимание Путина и Алиева. Вот все поведение Москвы в течение этого конфликта сейчас показывает, что для Москвы главная задача была связана не с Карабахом, а с идеей наказать Пашиняна. Не лично Пашиняна, а наказать Армению за цветную революцию и за отстранение от власти людей Путина. Вот сегодня, если вы посмотрите утром российские каналы, то основной крик, что вот так будет с каждым, кто устроит цветную революцию. Все цветные революции заканчиваются потерей территории. Так было в Грузии, так было в Украине, вот сейчас так получилось с Арменией. Вот все постсоветское пространство должно выучить урок, что за цветные революции они будут наказаны, это дословно, и не какие-то там просто заурядные пропагандисты, а довольно высокие чиновники говорили. Вот такой торжествующий мотив наказания Армении за цветную революцию. Но тем временем можно ли сделать вывод, что Россия теряет Закавказье, и там появляется новый лидер в виде Турции? Вот такое ощущение складывалось до вчерашнего вечера. А вот это ощущение Москва, по крайней мере, в пропаганде на собственную аудиторию и для самих себя отвечает фактам ввода
российских миротворцев. И вот этот первый торжествующий мотив сегодня цветные революции наказаны, так будет с каждым. И второе, это говорил, между прочим, один из самых умнейших наших военных экспертов, генерал Евгений Бужанский. Он тоже с необычным для этого хладнокровного, такого очень рационального человека, с каким-то торжеством говорил: мы с 92 года добивались создания российской базы в Закавказье, и вот сейчас мы ее получили. Вот эти два мотива, это было две задачи, которые решала российская власть. И, видимо, ведь, смотрите, когда Алиев начал свое наступление 27 октября, в первой же своей речи он там включил мотив о том, что власти сейчас пришли в Армению с Росята, с ними невозможно договориться. Это мотив, адресованный одному человеку, Путину, что я, собственно, делаю, наши интересы совпали. Мне нужен Нагорный Карабах, а тебе нужно унижение Армении. И вот они совпали, весь вопрос, но Москва не могла довести дело до полной потери Нагорного Карабаха, потому что она бы теряла бы полностью любые рычаги влияния в Закавказье и осуществилось бы именно то, о том, что только что сказали. Появился бы гораздо более сильный игрок Турции. Турция, да, усилила свое влияние, но и Москва введением этого контингента сделала теперь Армению совершенно, абсолютно, вассально зависимой. Ведь вся даже жизнь вот этого оставшегося кусочка Карабаха целиком зависит от российских миротворцев. Вот Россия продолжала играть в свои имперские игры, и сегодня она считает, что она выступила успешно. Если вспомнить 2008 год, Грузию, то тогда миротворцы в Грузии превратились в оккупантов. Вот нет ли сейчас опасений, что подобный сценарий может повториться? Ну, это, собственно, я вам говорю о том, что и вот та фраза генерала Бужанского и других участников сегодняшнего учреждения об этом говорят. Российские миротворцы везде превращаются в оккупантов. Кстати, вот тот же генерал с удовольствием сказал, и это полностью подтверждает ваш тезис, наши миротворцы — это не какие-нибудь шведы или финны, вооруженные легкими пистолетиками. Это люди с громадным боевым опытом, это наша 15-я бригада, готовая там к любым неожиданностям и к любым возможностям. Так что Москва сейчас ликует не меньше, чем Баку. Но весь вопрос в том, а что же с турецкими миротворцами? Мне кажется, Алиев не так прост, как это кажется сегодня Путину. И недаром он не намекнул, а прямо ему сказал, что будут и турецкие миротворцы. Московские пропагандисты утверждают, что в этом соглашении там нет никаких, не упоминаются турки, но Азербайджан независимое государство, он может пригласить на свою территорию кого угодно в любой момент по своему желанию. И, насколько я понимаю, он турские войска в каком-то своем виде пригласил в какой-то форме, и мы в ближайшие дни это увидим. Так что эта геополитическая игра Москвы не закончилась. И последний вопрос. Я знаю, что мне уже пора вас отпускать, но вот последний вопрос по Пашиняну. Вот мы видим, после подписания акта капитуляции идут сейчас протесты в Ереване. Вот может ли это привести к сносу правящей партии, к сносу самого Николы Пашиняна, или все-таки Россия будет пытаться его как-то сохранить, как, собственно, она делает в Беларуси с Александром Лукашенко? Нет, Лукашенко она пытается сохранить, потому что Лукашенко — это диктатор, которого угрожает народное возмущение. В таких конфликтах Россия всегда поддерживает диктатора. А Пашинян, наоборот, он совершил преступление в глазах Путина. Он возглавил народное движение, которое свергнуло диктатора, да еще близкого друга Путина. И я абсолютно уверен, что в ближайшие дни тем или иным способом Пашинян будет смещен под лозунгом: вот видите, при Пашиняне мы все проиграли, мы поссорились с Россией, а теперь мы полностью зависим от России, нам нужны руководители, которых поддерживает Москва. И кто-то из этого лагеря
Кочаряна-Саргсяна будет русскими приведен к власти. Спасибо вам большое. Чохсагмас Андрей Пиантковский, политический обозреватель, диссидент, был с нами на прямой связи. А я рада представить гостя нашей студии. Бурзу Алиев, заступник министра палива та енергетики України 2008-2010 роках. Селям алейкум, Бурзубей. Алейкум ассалам. Бурзубей, вот давайте проговорим для наших зрителей, что же произошло за эти 44 дня в Нагорном Карабахе, что изменилось за эти дни между Арменией и Азербайджаном. Для начала, вот это соглашение, которое подписали Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Владимир Путин, это поражение для Армении, победа для Азербайджана или что? Ну, я бы начинал с самого начала конфликта. Ведь с чего началось конфликт? С 88 года. С 88 года. Даже еще раньше. Вообще вот вся армянское руководство, за исключением Петросяна, они живут в каких-то мифах. И создается такое впечатление, что эти мифы, они с детства всем внушают, и они в это верят. И они действительно считают, что они чуть ли не 3500 лет тому назад там жили. Ну, допустим, даже если жили, найдется там какие-то там динозавры, которые там подтвердят, что они там жили. Но все равно есть мировой порядок, есть Хельсинские соглашения, которые договорились все мировые лидеры, что территория не меняется. А Армения это не признавала. И началось именно с того, что мы хотим отделиться от Азербайджана, присоединиться именно население Нагорного Карабаха. Хотя, если посмотреть историю, в 1918 году, когда создавалась Азербайджанская Демократическая Республика, границы Азербайджанской Демократической Республики признавалась, включая Зенгезура, это нынешняя территория Армении, между Нахчевани и Азербайджаном. Азербайджан именно в таком формате вошел в состав Советского Союза. А когда вышел, мало того, что Зенгезур, когда руководили именно большевики во главе с Степаном Шаумяном, бакинскими комиссарами, то Шаумян передавал азербайджанской территории Армении согласие центра Сталина, Микояна. И Армения принимала эти территории. Хотя до 1988 года во всех этих территориях жили в большинстве это азербайджанцы. И в 1988 году конфликт начался именно с того, что начали выгонять азербайджанцев с территории Армении. Еще не было никакого Карабаха, ничего. Оттуда начали выгонять, а потом уже Нагорный Карабах начал требовать, что мы хотим отделиться. И Азербайджан с самого начала, что предлагал Азербайджан? В лице Гейдара Алиева, покойного, в лице Ильхама Алиева, нынешнего президента, мы предлагали, что давайте жить дружно, так сказать. Как жили на этих территориях армяне, так и живут, только они будут гражданами Азербайджана. А армянское руководство всегда это... Мы даже всегда были не согласны этим. Мы всегда даже предлагали в каком-то вот мадридских принципах, потом вот в Казани при посредничестве Медведева была договоренность, что 5 районов вокруг Нагорного Карабаха, которые оккупировала армянские вооруженные силы с помощью российских войск тогдашних. 366-й полк конкретно участвовал во всех этих захват территории Азербайджана. Возвращается 5 из 7 районов, остается Кельбеджар и Лачен, который вот коридор между Арменией и Нагорным Карабахом. Азербайджан на это было согласен. И даже статус готов было обсуждать. Статус Нагорного Карабаха в будущем, после того, как открываются все коммуникации, вот то, что сейчас подписывали. Но армянское
руководство не шло на эти условия. Даже Левон Тер-Петросян в 1997 году с Гейдаром Алиевым практически согласовали все. Но именно армяне Нагорного Карабаха во главе Саркисяном, Качаряном, они были категорически против, и они свергнули Тер-Петросяна, и таким образом... Расстрел парламента был. А потом уже это сначала Левона Тер-Петросяна убрали, потом пришел парламентские выборы, выиграл Демирчиан, и он был согласен на этих условиях с тем же Гейдаром Алиевым. Зашли туда какие-то там террористы, но я думаю, что это не без участия российских спецслужб. Зашли, расстреляли 8 человек, по-моему, в том числе премьер-министра Армении, председателя Верховного Совета Армении. И таким образом опять осталось вот статус-кво, как было, так и осталось. И до 27 октября, когда до этого тоже сколько раз Армения с приходом именно Никола Пашиняна, он сначала говорил, вот как выяснилось сейчас, обещал Ильхам Алиеву, что дать ему немножко возможность навести порядок, там, окрепиться у власти там, и так далее, и так далее. Потом у него есть новые идеи, и мы договоримся. Ну хорошо. Но все же до вот 2020 года говорить о том, что конфликт был каким-то образом заморожен, неправильно. Ведь все-таки какие-то обострения, провокации там постоянно были. Постоянно. Там армянские снайперы с той стороны, как вот сейчас мы же освободили многие территории, да? Пустыня. Там люди не жили. Они разрушили все. В том числе вот Агдамский район, откуда я родом, да, полностью 170 тысяч в городе жили люди. Этот город сейчас руины. С той стороны стояли снайперы, и они видели, куда стреляли. Они стреляли, 6-летнего мальчика убили, там, девочку убили, мирных населений. Снайпер, когда он смотрит, он видит, куда он стреляет. А весь мир молчал. И поэтому вот случилось уже то, что случилось 44 дня тому назад, когда очередной раз, сначала было летом, помните, да? В июне месяце. Да, в июне месяце. Это далеко от Нагорного Карабаха, Товузский район Азербайджана, где проходят все энергоресурсы Азербайджана в Европу. Это и нефтепровод, газопроводы, железнодорожный транспорт. Там узкий коридор. И они атаковали именно Тавужский район. Азербайджан, там не стояла азербайджанская армия именно. Там стояли пограничники. Но Азербайджан, естественно, подтянул туда вооруженные силы и отбили. А потом, второй раз, они прислали диверсионную группу. Наши захватили руководителя живыми. И он дает показания. И он признался, что для чего там и так далее, и так далее. А это уже было третий раз, когда 27 числа они начали стрелять именно из минометов населенные пункты. Но вот к 27 числу мы вернемся. Я вот уточняющий вопрос. То есть правильно ли я понимаю, что в принципе в Армении были всегда какие-то люди, которые были готовы каким-то образом обсуждать с Азербайджаном разрешение карабахского конфликта, но был некий такой карабахский клан при поддержке России, который не давал этому случиться? Ну, честно говоря, у меня такое впечатление, что вот я говорю, они мифами забили голову своему населению, даже вот во время этого конфликта, да, вот 40 дней. Так слушаешь их, они действительно чуть ли не захватывают новые территории, как обещал министр обороны Армении. То есть они не признавали, что они потеряли территории конкретно каждый день. Вот, позавчера еще 72 населенных пунктов. Но они это все не признавали. И они именно ежедневно кормили свое население, опять же, мифами.
А потом случилось то, что случилось уже с участием России, Турции, заключили. Вы довольны вот этим соглашением? Я тут, понимаете, я был бы доволен 100%, если бы там не было российских войск. Почему? Это- Раскройте. Но вообще там, где российские войска, там не может быть мира. Это показывала история. Россия, кто бы ни поставил туда свою подпись, эта подпись ничего не означает. Как только Россия почувствует слабость Азербайджана, и эти же миротворцы становятся захватчиками. Как показывала история в Грузии, в Молдавии, тоже в Нагорном Карабахе. Они же захватывали наши территории, а не армяне сами. Они участвовали во всех этих военных операциях. Впереди шла 366-й полк, штурмовой батальон, а сзади уже заходили армяне, как мародеры. Поэтому я недоволен именно этим фактом. Но, опять же, если мы же все равно всю информацию не владеем. Если туда поставил подпись верховный главнокомандующий Азербайджана, и судя по его реакции, поведению и так далее, я чувствую, какое давление оказывали ему именно мировые Запад в первую очередь. Вот давайте проговорим, что получает Азербайджан по этим соглашениям. Мы получаем больше, чем даже, если посмотреть, сравнивать 2 месяца тому назад, что мы предлагали. Давайте вы верните нам 5 районов, 2 мы оставляем, а потом обсуждаем статус Нагорного Карабаха. А сейчас что мы получили? Мы сейчас получили все эти 7 районов, плюс еще Гадру. А выведите, пожалуйста, карту на экран. Вот, попрошу сейчас наших режиссеров вывести эту карту на экран, которую опубликовали представители Инстаграм-проекта «Азербайджан Мапс». Они сразу же поделились ею после подписания этого соглашения об урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. И по карте, собственно, можно понять, какие районы перейдут под контроль Азербайджана и в каких из этих районов будут размещены российские миротворцы. То есть правильно ли понимаю, Барзубей, то, что отмечено красным, вот это те 3 района, которые будут... Будет которые до 1 декабря. До 1 декабря. Вот синим отмечено уже то, что деоккупировала азербайджанская армия, а зеленым это то, где будут располагаться, собственно, вот эти миротворцы РФ. Совершенно верно. То есть вот эти 3 района, которые отмечены красным, это вот одни из 7. Это те из 7 3 районов. из 7 районов. Кроме этого, Азербайджан освободил еще территории самого Нагорного Карабаха. Вот Гадрут, там Гырмызы-Базар, там Хадживенский район, несколько сел. Ну, по памяти это трудно, там достаточно большой территории Азербайджан тоже освободил, которая раньше входила в состав Нагорного Карабаха. Мы, армяне, в результате потеряли еще именно эти территории. И сегодня мы получаем полностью контроль над всеми территориями, включая и Нагорного Карабаха, и 7 районов. Помимо этого мы получили Шушу. Это, я думаю, что это отдельная история, как захватили Шушу. Это можно говорить действительно, что мы в результате этой войны доказали всему миру, в том числе и России, и Турции, и всем, и армянам, тем более, что азербайджанские войны – это настоящие войны, современные войны, и никаких там, как Армения пыталась там доказать всему миру, кормить там, опять же, мифами, что Азербайджан с помощью Турции, каких-то там боевиков и так далее, и так далее. Зачем нам эти боевики, если ребята, Шушу они захватили. Шуша – это крепость. Да. Со всех сторон это скалы. Только 2 пути есть. По этим скалам ребята залезли туда ночью и отбили всю группировку армянских войск
которые там были, и танки, и пулеметы, там, и так далее, и так далее. Рукопашные. Журналистка из Франции писала именно о том, что в Ханкянди поступают раненые армянские солдаты больше именно с ножевыми ранениями и пулевыми, которые пистолетными, а не автоматными даже. То есть это именно были азербайджанские войны, которые... То есть Шушу практически забрали в рукопашном бою. В рукопашном бою. Об этом и все говорят. Это будет отдельная история, этим можно гордиться. Армения всегда, опять же, создавала мифы, что вот они такие воины, Азербайджан не справится. Азербайджан доказал, что мы воины, и мы на поле боя именно с военными воевали и победили. А они стреляли по мирным населению, по большим городам с ракетой, причем с территории Армении, чтобы Азербайджан отвечал, чтобы привлекать российскую сторону как третью сторону в свою пользу. Не получилось у них. Давайте подключим к нашей беседе сейчас Ильгара Мамедова, главу партии «Республиканская альтернатива». Он с нами сейчас на прямой связи. Ильгар бей, селям алейкум. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Секундочку, я подключусь. Я никогда не пользовался этим скайпом. Да. Алло. А вот сейчас слышите? Ага, все, мы вас видим и слышим. Вы нас видите, слышите? Я вас очень плохо слышу. Так, ну тогда я сейчас попрошу наших режиссеров наладить, наших звукорежиссеров наладить связь. А вот сейчас... Все равно связь очень плохая. Звук очень плохой. И... Да. Ну, мы его нормально слышим. Ильгар бей, давайте я попробую задать вопрос все же, если вы... Нет, я вас очень плохо слышу. Ага, очень плохо слышите. Давайте сделаем так, наладьте, пожалуйста, связь. Я обращаюсь к нашим звукорежиссерам. И если будет налажена связь, мы подключим Ильгара Бея к нам в эфир. Также Азербайджан получает коридор Нахичеван. Да. Это было одной из ключевых стратегических задач Азербайджана, насколько Совершенно я понимаю. Вот что это означает? Это означает, что это, кстати, я так понял, что инициатива Ильхама Алиева, который он настаивал на этом, потому что после того, в 1988 году, когда Армения начала выселять оттуда все население Азербайджана, именно в этих территориях жили азербайджанцы. И они взяли блокаду Нахчевань. То есть он был фактически отрезан от Азербайджана? Совершенно верно. Не было вообще взаимодействия через территорию Армении? Абсолютно. Через территорию Армении в советское время была и железная дорога, да, и автомобильная, и электрическая сеть была. Это сейчас будет восстанавливаться. И на этом участке тоже отвечает, я так понимаю, что очень на это рассчитываю, надеюсь, Турция и Россия совместно. И в том числе в Лачинском коридоре. То есть контролировать все же будут там миротворцы российские? Миротворцы, я думаю, что это будет совместный контроль. Там я слышал выступление Ильхама Алиева, он четко дал понять, что будет мониторинговый центр, которым будет управлять совместно Турция с Россией. Хотя на сегодня вся российская пропаганда говорит об обратном, но я думаю, что Ильхам Алиев слово так ветер не бросает. Как показывало вот даже последние события, все, что он говорил, это все действительно можно 100% верить. А все, что вот армянская пропаганда или российская пропаганда говорит, это все желаемое за действительно. Вместе с этим, насколько я понимаю, вот после вывода армянских войск с территории Нагорного Карабаха Армения получает такой декоративный анклав в Карабахе. Вот именно в тех районах, которые мы показали на картах, вот, которые были отмечены зеленым. Где будут располагаться, собственно, эти миротворцы. То есть армянские представители армянского народа остаются на этой территории.
Ну, я бы не стал говорить, чтобы именно анклав. Я все-таки надеюсь, что никакого статуса этого анклава не будет. Там будет жить граждане Азербайджана, те, которые хотят жить под азербайджанским флагом, и по конституции Азербайджана они останутся, будут жить на территории Азербайджана. А те, которые не захотят, и я не думаю, что таких будет много. Такие, разве что это преступники, которые уже совершили столько преступлений, что они, скорее всего, будут уходить оттуда. Ну вот в соглашении написано, что армяне могут оставаться жить на этих территориях, и за их безопасность будет отвечать представители там Организации Объединенных Наций. Вот мы же понимаем, что все главенствующие высоты, все ущелья остаются за Азербайджаном, то есть Азербайджан, по идее, освободил полностью свои территории. Да. Ну вот вы реально верите в то, что армяне и азербайджане смогут на этой территории жить вместе, будучи соседями, как это было когда-то в Советском Союзе? Вот вообще это возможно? Не кажется ли вам, что это будет возникать некий опять межнациональный конфликт, который может разгореться в любой момент? Ну, я надеюсь, до этого не дойдет. Все-таки Азербайджан – это многонациональная страна. И как показывало вот даже последние события, в Азербайджане есть национальные герои украинцы, кстати. Национальные герои евреи, лезгины и так далее, так далее. То есть вся население Азербайджана воевало в этой войне против Армении, против захватчиков наших территорий. В том числе армяне живут. Около 40 тысяч армян живут на территории Азербайджана. Буквально вот очень, я, кстати, этого не знал, я об этом слышал на интервью президента Азербайджана BBC, где президент Азербайджана говорит, что родная сестра бывшего министра обороны Армении живет на территории Азербайджана и прекрасно себя чувствует. В Азербайджане действительно даже нету понятия, вот, который тут в Украине тоже используют, это российский термин, нацменьшинств. В Азербайджане нету таких понятий. В Азербайджане все действительно чувствуют себя патриотами. Я вот буквально на днях был на прямом эфире из Израиля. Там все евреи, которые уехали с Азербайджана, как кулак, они объединились сейчас во время из этих последних событий тоже. Они все патриоты Азербайджана. И многие армяне, вот сумгаитские события показали, которые патриоты Азербайджана, они больше страдали именно от армян. Сами армяне, вот есть партия Дашнас Сутюн, который там был запрещен, кстати, в Советском Союзе, ну, в царской России, уже приходом Горбачева легализовали эту партию на территории Советского Союза, и они начали, это все идеологи всех этих конфликтов. Так вот, они именно уничтожали своих армян, которые не хотели сдавать какие-то там сборы ради там Великой Армении. Они, вот буквально недавно я видел, как создавали карту Великой Армении, забыли оттуда вычеркнуть Мингичеожский ГЭС, который в 1954 году создавали. Вы понимаете, что древний народ, древние карты, ну, забыли даже это стереть. Давайте підключимо к нашій бесіді Ігоря Сіміволос, історика Центру близькосхідних досліджень. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Игоре, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы считаете, кто больше всего выиграл от этого мирного соглашения, которое заключили ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин? Ну, я вважаю, що найбільше виграв, звісно, Азербайджан. Тому що вони досягли максимальних можливих результатів станом на зараз. Звільнили всі райони, окуповані райони Азербайджана і значно посилили свою присутність в Нагорному Карабасі.
Ну і відповідно звільнили Шушу, і у такий спосіб, власне, перетворили ці території, які залишаються, начебто ще під контролем вірмен, по суті, в такі анклави нежиттєздатні. Как вы считаете, что явилось триггером того, что соглашение подписали ночью, и вот почему такой быстрый ввод миротворцев на территорию Нагорного Карабаха? Я думаю, через те, що як би так сказати, сталася ця абсолютно зрозуміла ситуація на фронті після звільнення Шуши. Ми спостерігали обвал фронту, тобто вірменська оборона перестала існувати, і питання полягало в тому, що на цих територіях може утворитися хаос і виникнути реальна гуманітарна катастрофа. Аби уникнути цієї гуманітарної катастрофи, азербайджанське керівництво мало вирішити цю дилему. Тобто, чи швидко наступати і брати під свій контроль всю територію, але тоді наражатися на серйозні звинувачення в певних гуманітарній кризі і етнічних чистках, оскільки це призвело б до масового виходу вірмен з цієї території з абсолютно незрозумілими наслідками, або погоджуватися на ці пропозиції, які практично ставлять хрест на будь-якій так званій незалежності Нагорного Карабаху і повертають цю територію під контроль Азербайджана. Какая была роль Российской Федерации и что она получила? Ну, Російська Федерація, тут багато хто говорить про те, що Російська Федерація якби там всіх обіграла. Насправді не так. Ну, я абсолютно впевнений, що початок війни Росія прогавила, а в майбутньому, вона очевидно не розраховувала на те, що Азербайджану вдасться впродовж 1,5 місяця здійснити власне всю військову операцію і довести ситуацію до краху вірменської оборони. А в цих ситуаціях необхідно було рятувати, в тому числі вірмен, і забезпечувати, якби вже на таких доволі невигідних для Росії умовах свою присутність там. Тобто ми розуміємо, що Росія поки що залишається доволі потужним гравцем. Вона продовжує як мінімум впливати на події на Південному Кавказі, але вже не настільки і не так, як це було, скажімо, до початку Другої Карабахської війни. Насколько серьезной была роль Турецкой Республики в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта? Воно мало два або три аспекти. Ще зараз спробуємо. Перший аспект – це, звісно, військово-технічне співробітництво, тобто і підготовка військових. Можна точно сказати, що сили спеціальних операцій Азербайджану, які прославилися в тому числі в операціях в горах і звільнення Шуши, вони проходили підготовку в Туреччині. Потім це, звісно, славнозвісні безпілотні апарати, тобто дрони, бойові дрони, за допомогою яких вдалося фактично зруйнувати вірменську оборону. Ну і політична підтримка Туреччини під час, яка супроводжувала цю Другу Карабахську війну, оскільки причому ця політична підтримка у вигляді м'якої сили саме забезпечувала Алієву простір для політичного маневру. Дуже дякую вам, Ігор Семиволос, історик Центру близькосхідних досліджень. АМИС був з нами на прямому зв'язку. А к нам сейчас подключается, если не ошибаюсь, Азербайджан. Фарис Исмаилзаде, проректор дипломатичної академії при МИД Азербайджанської Республіки. Фарис бей, селям алейкум. Добрый вечер, салам алейкум. Алейкум селям. Вот у нас в студии Бурзу Алиев, экс-заступник министра палива та энергетики у нас в Украине. Познакомьтесь, или вы знакомы, возможно, Нет, я не знаю. Очень приятно, очень приятно. Мне тоже очень приятно. Фарис бей, вы довольны с подписанным соглашением? Вы знаете, со вчерашней ночи уже весь Баку ликует. Миллионы людей вышли на улицы с флагами. Я тоже в том числе был на улицах.
люди, конечно, радуются, потому что эта война продолжалась около 30 лет. И наши земли были под оккупацией около 30 лет. Миллион беженцев покинули свои дома. Конечно, мы радуемся, что наши земли освобождены. Мы радуемся, что беженцы могут вернуться в свои дома. Мы радуемся, что территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Мы уже около 30 лет не могли полноценно защищать свои границы. Около 20% наших земель были под оккупацией. Конечно, мы радуемся, что эта война закончилась и что международное право, Совет Безопасности, его резолюции, все это восторжествовало, и мы радуемся, что мир может на Кавказе сейчас тоже восторжествовать. Фаризбей, не настораживает ли вас факт наличия теперь в Нагорном Карабахе российских миротворцев, российских военных? Вы знаете, это была такая очень активная тема для дискуссии сегодня. Многие азербайджанцы задаются этим вопросом. И многие, конечно, беспокоятся, потому что насколько эти миротворцы будут объективными, насколько они будут нейтральными. Мы знаем, что Армения и Россия имеют военный договор. Мы знаем, что они являются членами Организации коллективной безопасности. Но азербайджанцев в целом этот вопрос беспокоит, но мы надеемся, что эти миротворцы будут помогать установлению мира. Их количество не очень большое, там около 2000 миротворцев. И мы надеемся, что они будут объективно и нейтрально сохранять мир, помогать двум общинам, армянской и азербайджанской общине в Карабахе сосуществовать. Çok sağ olunuz Фарис Бей, Фарис Исмаилзаде, проректор дипломатичної академії при МИД Азербайджанской республики, був з нами на прямому зв'язку. Ну, Бурзубей, мы же понимаем, что за один день такое решение, такое соглашение быть принято просто не могло, и что в любом случае этот вопрос обсуждался Николом Пашиняном, Ильхамом Алиевым, что этот вопрос все же был на повестке дня, потому что буквально через считанные часы уже из Ульяновска вылетели самолеты в Нагорный Карабах. Когда вот был вот этот акцент? Я думаю, что вот параллельно военными действиями переговоры шли постоянно. И в том числе с участием и России, и Турции. И какие-то действительно были договоренности, ну, может, там договоренностью, что надо решить этот вопрос после того, как она началась, вот такие активные военные действия начались. Но я хочу говорить о другом. Вот я сегодня беседовал с зарубежными дипломатами, которые мне сказали очень интересную вещь, что чуть ли не уже готовились ввести санкции против Азербайджана, то, о чем вот говорили наши гости, что чуть ли не начали резолюции конкретно против Азербайджана, и если Азербайджан пойдет дальше. То есть такое давление оказывается. Совершенно верно. Президенту Азербайджана постоянно оказывали это давление. И есть нефтяной фонд Азербайджана, хотели именно заблокировать счета, ввести санкции против Азербайджана, чтобы Азербайджан не мог продавать свои энергоресурсы и так далее, и так далее. И в этом контексте я думаю, что и мы виноваты, Украина в том числе. И я больше ожидал от Украины, от Молдовы и от Грузии. Мы должны были самые большие именно кричать во все колокола в защиту Азербайджана. К сожалению, мы только вот декларациями, что да, мы поддерживаем там Азербайджан в этой войне, территориальная целостность Азербайджана и так далее, и так далее. Посмотрите, что было, когда Мариуполь стреляла Россия со своей территории ракетами. Весь мир встал рядом с Украиной. А что было тогда, когда Генджи стреляли 2 раза, Тертер, Берде стреляли с ракетами с территории Армении, и около 93 человека конкретно умерли, больше 400 человек получили ранения. Где весь мир был? Все молчали. Причем помощник президента Азербайджана, надо дать ему должное, он собрал весь дипкорпус, и они выехали туда, он показывали все эти разрушения и смерти и так далее, и так далее. Мир все равно молчал.
И поэтому, и с учетом того, что вот я видел, как журналисты, какие вопросы задают президент Азербайджана, и как ему трудно действительно вот выдержать это все. Запад, это на совести Запада, что Азербайджан согласился на миротворческие силы. Иначе бы у Азербайджана, ну, я думаю, что были бы более серьезные проблемы. Ну вот, не будучи каким-то вот конспирологом, я отдаю себе отчет, что основными переговорщиками были в этом ключе Турецкая Республика и Российская Совершенно Федерация. верно. И определенным образом Турецкая Республика связала руки путинской России. Вот мне интересно, как все-таки лидеры Турции и Азербайджана смогли добиться того, что Российская Федерация не вмешивалась в конфликт? Я думаю, что... И я, кстати, вот продолжение вашего мысли, я надеюсь, что в течение 5 лет Россия станет еще менее значимым государством, и если она развалится, это будет вообще лучше. Но чем Эрдоган именно, какие у него были козыри? Как ему это удалось? Как ему удалось? Он в Сирии поставил всемогущие, опять же, мифы про российских войн, про российскую военную технику и так далее, и так далее. Сельджук Байрактар это хорошее лекарство для российского военно-промышленного комплекса. Плюс F-16, которые стояли на Совершенно территории верно. Азербайджана, и Да. их не используют. Вот и в Сирии, и в Ливии они увидели силу турецкого военно-промышленного комплекса. Именно это был козырь в руках Эрдогана, чтобы Россия не вмешивалась в этот конфликт напрямую. У Азербайджана есть точно такой же договор, как у Армении с Россией. Наподобие ОДКБ. Совершенно верно. Азербайджан и Турция заключили такой договор. И в случае вмешательства России Эрдоган сказал однозначно, есть красная линия. Если кто-то перейдет эту красную линию, я не посмотрю, что это будет, даже если будет родной брат, я не посмотрю. То есть был Я всё равно риск, буду. что это могло перерасти в такой региональный конфликт, на что Путин не пошел. На что Путин не пошел, я думаю, что он очень мудро поступил, потому что это было бы начало конца России. Ну и вот, как самой Андрей России Андреевич отметил, около это могла быть 15-20 некая миллионов месть еще. Турков живет, понимаете? Это был бы риск для России. У нас тоже же оккупированы территории, Крым и Совершенно Донбасс. Вот какой мы вывод сегодня должны для себя сделать? Вот за 26 лет Азербайджан сумел создать сильную армию в регионе, заставил себя уважать. Алиев сумел объединить весь Азербайджан сегодня. И Совершенно я верно. думаю, что он вошел в историю. Однозначно. Это вот надо украинскому руководству надо именно сделать правильный вывод. Во-первых, с самого начала, как мы Крым сдали, это стыд и позор. Ни одного выстрела не было. Мы, именно азербайджанцы, 6 лет воевали с Россией и с Арменией. Сами покупали еще при Советском Союзе, в 1988 год, еще Советский Союз. Мы сами покупали население оружие у русских, а вечером же, ночью, стояли против них, воевали. Мы 6 лет воевали голыми руками. А у Украины есть военно-промышленный комплекс. У Украины есть, в конце концов, 45 миллионов населения, а не 7-8 миллионов, тогда, когда у Азербайджана было. И помимо этого, на сегодняшний день нам надо объединиться вокруг национальной идеи. А национальная идея в Азербайджане была именно территориальная целостность Азербайджана. И вокруг территориальной целостности Украины, украинского общества, вокруг своего лидера должны объединиться. Но и этот лидер тоже должен соответствовать этим стандартам, а не верить в сказки Путину, что мирным путем мы добьемся там возврат Донбасса. Как показывает история, что только силой. Только силой. И поэтому я думаю, что у Украины есть, у нас есть реальный шанс создавать
современные вооруженные силы, а наших союзников будет гораздо больше, не только Турция. Турция тоже. Турция вступится в случае чего? Я думаю, что если будет такой договор с Украиной, однозначно. За Крым, по крайней мере, Турция точно будет вступать. Çok sağ olunuz, Бурзубей. И вы. Бурзуалиев, заступник Спасибо. міністра палива та енергетики України у 2008-2010 роках. Ну, я с вами вынуждена попрощаться. Не отключайтесь, оставайтесь с первым крымстарским телеканалом Коршкенджи Аркадашлар. Далее эфир продолжает программа «Заман» с Шевкетом Наматулаевым. Коршкенджи.